Александр Константинович, добрый день. Добрый день. Ну и, конечно же, первый вопрос, который я хотел задать вам, как заместителю председателя профильного комитета. Как все-таки в условиях санкций будет развиваться Арктика и Дальний Восток? Да, вопрос совершенно правильный. И сегодня коллективный Запад во главе Соединенных Штатов Америки, Евросоюз, они объявили очень серьезные экономические санкции Российской Федерации. В этих условиях нам надо, конечно, не только жить и развиваться надо, но я одно скажу, да, вот не только по Дальнему Востоку. Мы более 70 лет жили в условиях холодной войны, экономические санкции, чтобы более жесткие были и период Второй Отечественной войны, да, и после войны. Это холодная война. И, конечно, наша страна, в принципе, да, знает, что такое экономические санкции и готова к этим мерам. Огромная страна, и бояться нам сильно нечего. Конечно, есть проблемы, да, но я думаю, что Россия это богатая своими природными ресурсами, но это, во-первых, но больше всего богата людьми, талантливыми, и в этих условиях мы вот жили, и я думаю, что и будем дальше жить. Я просто хочу сказать, что особенно Арктика, да, и Дальний Восток, особенно в советские годы бурно развивались. Это самый расцвет был. И в условиях санкций, да, там все свое было, свое отечественное производство. И Арктика, вот особенно крайний север, посмотрите, все наши крупные предприятия, нефтегазовые, или алмазная, золотодобывающая промышленность, угольная промышленность, они развивались, используя свою отечественную технику, оборудование и так далее. Вот. Так что здесь опыта у нас не занимать, и какими темпами не развивались. И сейчас на нынешних условиях, да, Арктика и Дальний Восток – это приоритеты государства. И надо понимать, они с точки зрения национальной безопасности страны, да, и с точки зрения экономики являются приоритетом. Почему? Потому что это нефть, газ, да, вот это золотовалютный резерв страны, это алмазы, золото и так далее. Так что в любом случае Арктика и Дальний Восток будут развиваться. В принципе, мы знаем, что вот те годы очень бурно развивались сегодня нефтедобывающая, газодобывающая промышленность и переработка. И сегодня мы, конечно, сложности будет с экспортом, да, вот, газа, нефти и так далее. Но я думаю, что альтернатива есть в этом плане. Евросоюз там, это по Северному потоку отказали, и они снизили объемы поставок и так далее. Я думаю, что правительство Российской Федерации здесь очень четко имеет свои ориентиры, и мы, Дальний Восток, ориентированы больше всего на страны АТыр, это Азиатско-Тихоокеанский регион, да, и Китайская Народная Республика и другие, которые очень много потребляют, как раз имеется потребность в поставках газа, да, нефти, это сила Сибири, ВСТО и так далее. Так что в этом ключе я думаю, что больших проблем, я думаю, не будет. Ну, определенные будут, да, схемы и так далее. Так что переориентировка в этом плане будет. И мы в этом плане должны, конечно, усилить работу. У нас в основном горнодобывающая промышленность. И я думаю, в республике тоже больших проблем не будет. И Республика Саха-Якутия – это крупнейшая горнодобывающая республика. Другие отрасли народного хозяйства, они сегодня твердо и четко работают, и в таком же режиме и будут работать. Вся таблица Менделеева есть. Я думаю, что больше сегодня экономика должна быть ориентирована на развитие своего производства, отечественного производства, на строительство, потом дорог, строительство железной дороги и так далее. То есть
сегодня развитие Арктики и Дальнего Востока все равно остается приоритетной государственной политикой Российской Федерации. Можно ли говорить, что в условиях сегодняшних ограничений будет и толчок для развития Северного морского пути? Да, вы совершенно правы. Ребята, мы здесь, вот в Совете Федерации, неоднократно рассматривали, даже вот до санкций, да, это развитие Северного морского пути. Сейчас вот отменили международные конференции и так далее. Но, тем не менее, да, сегодня мы рассматриваем уже лет 10, очень четко эту стратегию рассматриваем. Сегодня развитие арктической зоны здесь при поддержке Совета Федерации стратегия принята до 2035 года. И там основной красным чертой проходит развитие Северного морского пути как транспортного коридора от Мурманска до Камчатки, да, как это транспортный именно коридор. Это не только Северно-морской путь, да, это уже транзитная дорога для перевозки другие страны на любой рынок, да, страны, в первую очередь страны АТыр и так далее. И сегодня это уже не какая-то фантастика, да, он может работать Северный-морпуть круглогодично. Сегодня строится уже дополнительно еще 6 ледоколов, атомных ледоколов, да, и другие суда вот, для работы именно в Арктике. Проводится мониторинг Северного морского пути. Так что в этом ключе огромная перспектива развития Северного морского пути. Потом те опорные базы, да, которые были созданы, это города, начиная с Мурманска, да, там Архангельск и так далее, Тикси, Певек и так далее. Это, конечно, будут модернизироваться морские речные порты. Северный морской путь сегодня, конечно, это дополнительно в условиях, когда экономических санкций и транспортной блокады, я думаю, это возможно, да, там в Суэцком канале или другие места, вот Босфор тоже говорили, да, мы вполне можем сегодня использовать возможности Северного морского пути. Уже объемы там в советское время где-то около 6 миллионов было, да, сейчас уже достигло 80 миллионов. Не только с ПГ, там проблемы связанные, что я считаю, с северным завозом, да, мы этот вопрос решаем. Сегодня строится Жатайская судоверфь, да, и тогда пойдут малые танкеры, суда и так далее, северные малые реки, как Яна, Нигирка, Колыма и так далее. Мы должны обеспечить более, я думаю, устойчиво, более регулярно, четко. В этом ключе, я думаю, что альтернативы Северному морскому пути нет. И сегодня очень четкий план работы по развитию Северного морского пути. У правительства четко есть, и законы приняты соответствующие. Мы дальше планируем работать. Сегодня непростое экономическое время, и у вас, как у экономиста, хотелось бы узнать мнение по поводу тех мер поддержки, которые сегодня принимаются государством. Сейчас пакет антикризисных мер очень быстро в таком режиме принимается, да, вот ежедневном. Мы несколько пакетов уже утвердили. Сейчас правительство практически работает в круглосуточном режиме. И принимается и по бюджету, да, изменения, по налоговой системе, чтобы поддержать отечественных, прежде всего, товаропроизводителей, да, вот, и по тарифам, да, по регулированию цен и так далее. Вот. Это, я считаю, я как экономист, да, элементы мобилизационной экономики, да, планирования стратегические, не только элементы, да, но я бы сказал, по крупным блокам мы должны вести очень серьезную работу, ну, по каждой отрасли. Ну, скажем, по той же малой авиации, да, вот, чтобы развивать самолетостроение, судостроение, да, машиностроение. То есть мы не должны быть зависимы от Запада, понимаете. Вот, к сожалению, вот раньше нашими либералами там
в свое время такая политика придерживалась, и это к чему привела, мы это видим. Всегда надо надеяться на себя. Мы мощная держава во всех отношениях. Это возможности есть. Раньше все заводы работали, и мы имеем возможность. Мы сегодня в космос летаем. Раньше было по самолетостроению, мы практически в лидерах были. Вот. По машиностроению тоже. Так что надо, конечно, больше развивать свое производство и в сельском хозяйстве. Да. Я считаю, что мы спокойно можем накормить себя без импорта такой продукции, да, с Европы и так далее. Все это спокойно, у нас возможности очень большие. И даже на северах, на Дальнем Востоке, я считаю. Вот мы раньше даже достигли экспорт зерна, уже сегодня это удобрения и так далее. Но сегодня возможности очень большие вот, для отечественных сельхозтоваропроизводителей. Надо цены определенные снизить на топливо и так далее, дать возможность льготное кредитование для них. Это возможность сегодня огромная. Вот я думаю, что возможности мы должны воспользоваться сегодня, чтобы не зависеть от других западных стран. Я думаю, что это реально и возможно. На ваш взгляд, какие, может быть, самые удачные решения есть в антикризисных мерах сейчас? Я думаю, что самые удачные решения сегодня уже принимаются. Это по строительству жилья, да, вот эти самые удачные. Все-таки это не зависит вот, от экспорта, да, от импорта и так далее. Сегодня наши строители могут очень хорошо работать в этом ключе. Строительство автомобильных дорог, да, вот это во время депрессии многие государства, вот таких кризисных явлений, экономическая криза, строили автомобильные железные дороги. Мы можем построить дорогу вот, до Магадана, строят мосты и так далее. То есть это самые, я думаю, это удачные, вот, и особенно в сельском хозяйстве, да, развивать своих сельхозтоваропроизводителей, я думаю, начиная там от мяса, молока, да, и переработки, это свое у нас экологически чистое. Очень имеем огромные ресурсы и возможности, недоиспользованные. И сегодня Россия уже, вот я уже говорил, идет даже на экспорт, поставляя продукцию. У нас во всех этих отношениях дать возможность, чтобы у нас деревня, село начало процветать, чтобы люди оставались на селе. Вот, устойчивое развитие, газификация, там, электрификация, вот как раз. И эти решения очень серьезные. И второе, вот, развитие, я считаю, малого и среднего бизнеса. Надо для них льготные налоговые преференции сделать очень серьезные. Вот, дать возможность людям заниматься бизнесом. Это занятость населения, вот, чтобы не было безработицы и так далее. Я думаю, для этого у нас возможность есть, народ у нас талантливый, вот, не мешать им, они будут работать четко. Давайте перейдем непосредственно к Якутии, к нашей республике. Как тесно вы работаете с депутатами Илтумена? Какие инициативы, может быть, из нашей республики принимаются на федеральном уровне? Республика в этом году отмечает столетие. Я так что, пользуясь случаем, хочу поздравить своих земляков, жителей с столетием образования. И, конечно, сегодня Якутия это один из самых промышленно развитых, сельскохозяйственных, крупных субъектов не только Дальнего Востока, но России. Он десятка входит крупнейший. Я горжусь, что я якутянин, в какой-то степени лоббирую интересы здесь и Совета Федерации, и в целом на федеральных структурах, вот, интересы нашей родной республики, северян, якутян. Я считаю, что многие вопросы находят здесь, в основном всегда большую поддержку, да, для нашей республики. И
Якутии это строительство железной дороги, да, и строительство там онкологического центра или там кардиодиспансера и других объектов всегда. И республика эти вопросы ставит и получает определенную поддержку. В этом году должны пройти здесь Советы Федерации, не Республики Саха-Якутия. Это в декабре запланировано. Каждые 5 лет, не только с юбилеем, да, но именно там принимаются постановления о социально-экономическом развитии и республики на среднесрочную, ну, на 5 лет и долгосрочную перспективу. Там указываются основные принципы развития, социально-экономического развития нашей республики. Вот. Ну, по каждому субъекту такое делает. И вот мы анализировали, они в основном все выполняются, и мы сейчас готовим это проект постановления. Арсений Сергеевич, вот, Алексей Ильич, они здесь, Валентина Ивановна Матвиенко, председателем Совета Федерации, встречались. Она поддерживает полностью, не только в связи с юбилеем, да, вот те предложения, и мы сегодня над ними очень серьезно работаем. Для нашей республики, конечно, проблем очень много. Мы огромная республика, да, и, конечно, управляемость этой республики и развитие отраслей, конечно, связано с большими трудностями, ну, отсутствие дорог, да, инфраструктуры, удаленность и так далее. Это мы пытаемся, чтобы Госсобрание, да, и Совет Федерации это ушли. Там очень много инициатив по экологии, по коренным малотичным народам севера, да, они, республика вносит, по местному самоуправлению, по другим вопросам, да. То, что республика предлагает, это здесь принимается. И многие инициативы стали, вот, воплотились в жизнь благодаря вот нашим депутатам Госсобрания, и они очень активно здесь работают. А может быть, есть какой-то законопроект, который сейчас обсуждается в Илтумене или который вот, Ну, сейчас предлагается Совет много Федерации? вот идет консультаций в комитетах. Ну, вот 9 комитетах Совета Федерации, комитеты непосредственно работают. Сейчас вот, в частности, по местному самоуправлению, да, вот мы внесли 9 крупных поправок, и мы над этим сегодня работаем, да, вот. Но кроме того, вот эти по лесному хозяйству, когда, вот помните, пожары летом были, в связи с этим я здесь и выступал, и я вошел и совет, возглавляем здесь зампредседателя Воробьевым, и мы вносим определенные изменения, вот лесной кодекс и совершенствование вот лесного законодательства. Вот наши внесли предложение, и это многое принято уже. Вот, в этом году увеличено и финансирование более миллиарда рублей и так далее, авиалесохрана и так далее. Ну, все получили огромную поддержку. Это вот непосредственно работа, понимаете, ежедневная такая, может, не видно, да, это, что сразу как бы решается, но это все равно принять определенные нормативные документы или поправки закона, это достаточно процесс непростой, сложный, но они поддерживаются. Вот. И Валентина Ивановна всегда это находит слово и дает задания. Вот, по пожарам я выступал вот, осенью, они поправки дали. Вот это серьезная работа. По местному самоуправлению, по авиации, вот, тоже мы по малой авиации очень много внесли поправок. Вот. Так что здесь работа ведется. Вы уже затронули эту тему. Сейчас в местном самоуправлении планируются большие реформы. Будет внедрена одноуровневая система управления, рассмотрение проекта перенесено. Ваше мнение по этому поводу, когда будет все-таки рассмотрен этот проект? По местному самоуправлению, да, мы уже вот, работаем около 20 лет по тому закону, вот, 131 закона вот, о разграничении полномочий, о совершенствовании вот, местного самоуправления. Да. Тот закон уже устарел. И сейчас введены поправки в основной закон Конституции. Да, уже определенно жизнь не стоит на месте, да, она развивается. И сегодня ситуация вот, по местному самоуправлению, ну, уже видим,
где ошибки были, где были плюсы, минусы, опыт. Уже накопили определенные вот центральные регионы, или у нас на Дальнем Востоке совершенно другое, на Крайнем Севере. И тот закон уже перестал работать практически. И, конечно, сегодня в связи с этим здесь работают советы по местному самоуправлению, да, вот на федеральном уровне, и наши комитеты, и вот наш комитет непосредственно этим тоже работает, как профильный комитет. Мы все предложения собрали, и сейчас вот в рабочем режиме идет работа. И сейчас очень много поправок внесли. Вот в первом чтении был принят, но отложили, потому что очень много там вопросов. Да. Сейчас Госдума поработает. Мы свои предложения, и Илтумен внес, мы внесли определенные. Я тоже выступал по этому вопросу, потому что надо учитывать специфику Севера, да, вот уже, потому что мы боимся, что потеряем малые поселения, да, и потому что сейчас малые поселения, там выборы проводят, своих глав. Есть у нас национальное территориальное образование, хотим, чтобы это все было учтено, вот, чтобы малые поселения остались вот, у нас, особенно на Крайнем Севере, в арктических регионах. Это вот просили, и там все-таки это учли. Есть и переходный период, и так далее, и специфика Арктики учитывается, Крайнего Севера. Я вообще не сторонник такого вот резкого перехода, я всегда сторонник постепенного вот, все-таки перехода на местное самоуправление с учетом местных условий, да, спешить здесь не надо. И больше полномочий надо давать, конечно, и регионы, чтобы регионы сами могли определиться. Что, они не знают, что ли, где двууровневая система, где одноуровневая система может быть. У нас промышленные регионы, это округ или Якутск, или Мирный, да, вот, там проблем нету. А где сельских, отдаленных районах, там проблемы у нас есть. Вот, и об этом надо думать, не обязательно штамповать, как по всей России, да, а надо смотреть свою специфику. Я сторонник вот такого постепенного, поэтапного перехода на местное самоуправление. Мы об этом говорим, и к нам прислушиваются. И я думаю, что те замечания, предложения, которые внес Госсобрание Илтумен, здесь учтут обязательно. Александр Константинович, спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Я хочу, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить и поздравить всех наших жителей Северной Республики Саха-Якутия с знаменательным событием, столетием нашей родной республики, и пожелать всем здоровья и благополучия и процветания. Уруя и кал.